4 октября страна отметит День гражданской обороны. Накануне праздника сотрудники региональной подсистемы РСЧС провели торжественное построение на площади Дружбы столицы. Репортаж Афанасия Николаева. Весь личный состав якутского гарнизона спасателей принял участие в торжествах по поводу Дня гражданской обороны. Лучшие из лучших, как профессиональные спасатели и пожарные, так и те, кто пришел на помощь по зову сердца, а не по профессии, получили государственные награды. Помимо торжеств, в рамках объявленного месячника гражданской обороны идут открытые уроки, показательные выступления. В общем, серьезная профилактическая работа. Первым в череде мероприятий месячника станет всероссийский открытый урок по ОБЖ. На нем специалисты МЧС расскажут школьникам об истории гражданской обороны, о правилах поведения и различных экстремальных ситуациях в быту, на улицу, за пределами населенных пунктов. Кроме того, уже после праздника МЧС России проведет традиционные, приуроченные ко дню ГО, крупномасштабные учения по всей стране. Якутия тоже не останется в стороне. Готовятся все. Это те мероприятия, которые проводятся на всех объектах, в образовательных учреждениях, хлебозавод, горводоканал, ГРЭС. То есть все предприятия, которые расположены у нас на территории не только города Якутска, а вообще по республике. Будут задействованы все муниципальные образования. Стоит отметить, что служба спасения Якутии в День гражданской обороны готовит особый подарок к 25-летию МЧС России. В конце недели спасатели отправятся в Аймиконский район для горной подготовки. И там совместят полезное с приятным. Запланировали подъем на вершину на хребте Сонтар-Хайта, на который не имеет названия. А какое название будет присвоено? Название очень долго присваивается, но мы хотим посвятить это 25-летию МЧС России. Афанасий Николаев, Евгений Лугинов, Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.